Прав человека в Крыму с 1991 по 2014 год, о проблеме соблюдения прав человека на Украине с 2014 года по настоящее время. Документ разработали крымские общественники. Планируется, что резолюцию сперва направят в МИД Российской Федерации, после чего документ отправят в ООН. Подробности в сюжете. Идея создания резолюции возникла после того, как в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала к международному мониторингу ситуации в Крыму. Документ содержит список преступлений, массовые столкновения и беспорядки, в которых пострадали люди в период с 1991 по 2014 год. Права человека стали использовать как орудие. Орудие прихода к власти, орудие прикрытия себя. Когда правами человека или идеей за защиту прав человека стали развязываться войны и геноцид. Когда то, ради чего закреплялись права человека, это право человека на жизнь. И главная задача государства – обеспечить защиту жизни против и не допускать войну. Почему государство карает убийцу, и мы с этим соглашаемся. И убийца идет в тюрьму, а в некоторых странах и подвергается смертной казни, то у меня возникает вопрос, почему убийство сотен тысяч людей только уже передергивается и начинается убийство как способ борьбы за. Я этого не понимаю. Во второй части документа описываются события с 2014 по настоящее время. Здесь идет описание массовых убийств, а также гражданская война в Луганской и Донецкой народных республиках, которая продолжается уже третий год. По данным ООН, на сентябрь 2016 года жертвами конфликта на Украине стали 31 805 человек. Он из себя представляет такой длинный список негативных эксцессов, преступлений, столкновений граждан с правоохранительными органами, которые происходили в этот период. В Конвенции ООН о наказании геноцида и предотвращении его, одним из признаков его является создание невыносимых условий для жизни. Что было вот эти попытки, например, лишить Крым воды, организовать его энергоблокаду. Когда их все вместе собираются, получается вот некая такая комплексная картина, которая свидетельствует о том, что то государство, которое обвиняет Россию и в крымские власти в том числе в нарушениях прав человека, не имеет на это никаких моральных прав. В свою очередь, председатель региональной общественной организации Харымбыр Легаси Тумер Неметулаев отметил, что готов при необходимости лично продемонстрировать реальное положение дел в Крыму. Той Украины, которая была, ее просто сегодня нет. Там сегодня анархия, правый сектор, Азов, эти бандформирования, эти команды, которые уничтожают в первую очередь свое население Донбасса и Луганской области. Если ты обстреливаешь своих граждан, как можно относиться к той власти, которая сегодня сидит в Киеве? Население Крыма – это население славяне, татары, люди, которые всю жизнь мы вместе жили. Перекрыли воду, делают блокаду. Для чего? Вот в это время все жители Крыма, абсолютно невзирая ни на любую национальность, мы все сплотились, выжили. Кто, если не верит, как мы тут живем, пожалуйста, соберите депутатов Верховного Совета, пусть приедут, я сам их провезу, покажу. Сегодня все строится, все работает. Люди довольны жизнью. Стоит отметить, что в подготовке резолюции принимали участие члены национально-культурных объединений республики. Документ в ближайшее время будет направлен в МИД Российской Федерации для дальнейшей передачи в ООН. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, телеканал Миллет.